ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 17:30. Универсальный спортивный комплекс. Кубок МФЛС мини-футбольной лиги Севера. На то, чтобы выявить лучшие команды, 3 дня. 16 претендентов. Ухта, Сосногорск, Печора, Троицко-Печорск, Сыктывкар и Салихард. Гостей из Ямало-Ненецкого автономного округа отметили все, в том числе приглашенный судья из Санкт-Петербурга. Есть хорошие команды, и игры были хорошие, какие-то были попроще, да, так скажем, очень любительского уровня. А какие-то игры были там уровня уже, не то что полупрофессионального, но высокого уровня, хорошего. Игроки показывали хорошую игру, где-то и скорости были хорошие, и какие-то комбинации получались. Случайный жребий разбил все команды на 4 подгруппы. После первых матчей новая перетасовка, но уже с учетом уровня игры. Результат – 3 финала – золотой, серебряный и бронзовый. Фавориты подтвердились, а вот кто-то не оправдал возложенных надежд. Команда «Транзит» Ухтинская большего ждали от команды ФСК, но не смогли они сломить сопротивление ухтинского «Шахтера». Планета свою группу выиграла. Опять же, «Газпром» вышел в полуфинал, «Газпром Трансгаз», но с большими трудностями. То есть они столкнулись, там где-то им даже немножко повезло, они проиграли Троицко-Печорской «Заре» и потом уже ждали результатов других команд. Нельзя забывать, именно «Газпром» – обладатель прошлогоднего Кубка МФЛС. Их нынешний соперник – «Планета Университет». Команды регулярно играют в рамках городских турниров, тем сложнее им друг друга чем-то удивить сегодня, и тем интереснее за ними наблюдать. Равная игра в первом тайме оканчивается с минимальным перевесом в пользу студентов – 1-0. Начало было вполне таким логичным, обе команды закрылись, и тут все решил первый гол «Планета Университет», который заставил нас более интенсивнее бегать впереди и пытаться прессинговать соперника. Поэтому таким образом мы раскрылись. Второй тайм начинается с автогола газовиков. Досадная оплошность заставляет команду потерять хладнокровие и частенько ошибаться. Еще один гол, и «Газпром» идет на решительный шаг, выпускает 5-го полевого игрока. Затея не приносит ожидаемого успеха. Напротив, студенты забивают еще 2 гола. Размочить счет не получается. Удачные атаки нивелирует голкипер Александр Бойко, признанный сегодня лучшим игроком. Его больше радует итоговый счет 5-0 и победа в турнире. А о своей награде говорит более чем скромно. Да, это так, повезло. Просто повезло. Поработал немного. Но все равно без ребят этого бы не было. Очень напряженный матч, 7 потов сошло. Но мы шли к этому, мы заработали свой кубок. В течение дня были награждены победители бронзового и серебряного финалов. Закрывает турнир вручение главного трофея и сувениров главному судье и игрокам турнира.